С 1 января 2026 года зарплаты работников госучреждений в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и соцобслуживания вырастут. Размер прибавки будет зависеть от квалификации сотрудника, режима его работы. На повышение зарплат планируют выделить около 305 миллионов рублей. Например, в здравоохранении сумма доплаты будет связана с количеством дежурств, а в образовании – от учебного плана. Проект постановления подготовлен в рамках соглашения между Абхазией и Россией о содействии и реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. В Кабмине подчеркнули, что повышение средней заработной платы относится к режиму софинансирования. Установлены пропорции финансирования этих объемов заработных плат, в соответствии с которой 85% этой доли приходится на долю абхазской стороны за счет средств собственных доходов. 85% это доля роста, софинансирования роста. Не целиком заработной платы, оклада, а именно на повышение. Что это? Да, это тот объем, который идет именно на повышение в виде софинансирования. Разница между действующим окладом и новым. Да, это не означает, что мы сейчас на 85% повышаем заработную плату. Речь идет о том, что тот объем средств, которые с 2022 года направляются на повышение заработной платы этой категории работников, из всего объема 85% средств будет приходиться на долю государственного бюджета республики. Только повышение? Да. Только повышение. Кабмин утвердил перечень технологического оборудования, сырья и материалов, аналоги которых не производятся в Абхазии. Сами позиции необходимы для организации производства товаров, ввоз которых не облагается налогом на территории страны. Правительство одобрило представленный Министерством экономики проект соглашения между Абхазией и Россией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы. Среди основных направлений, на которые предполагается предоставление средств в рамках этого соглашения, необходимо обозначить следующие направления. Это финансирование текущей так называемой базовой части помощи в целях социально-экономического развития, мероприятий по повышению заработной платы отдельных категорий работников государственных органов и учреждений Республики Абхазия, в том числе в области образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Также материально-техническое повышение, обеспечение органов внутренних дел и дополнительно расходы, связанные с функционированием силовых структур Республики Абхазия, в том числе финансирование расходов совместного информационно-координационного центра МВД Республики Абхазия и Российской Федерации. Предложения о заключении соглашений будут представлены президенту Абхазии. Сейчас действует аналогичная по программе социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. Кабмин подготовил план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2025-2027 годы между правительствами Абхазии и Адыгеи. Он включает в себя взаимодействие в социальной, гуманитарной, туристической и экономической сферах. Товары поступают в Республику Абхазия из Краснодарского края, из Ростовской области, то есть не напрямую от производителя, а через торговых посредников оптовых. В данном случае одна из задач этого соглашения – это организация прямой кооперации между производителями российскими и производителями абхазскими и их покупателями, соответственно, в Республике Абхазия и в Российской Федерации. В решении данной задачи также будет задействована торгово-промышленная палата Республики Абхазия, у которой налажено тесное взаимодействие с торгово-промышленной палатой Российской Федерации и ее территориальными подразделениями во многих субъектах. По решению правительства в республике теперь нужно обязательно проходить государственную аккредитацию, чтобы оказывать социальные услуги. Утвержден порядок, по которому юридические лица смогут получить аккредитацию. Проходить ее надо раз в 5 лет. Это нужно, чтобы подтвердить, поставщик услуг соответствует всем требованиям закона. Процедура предусматривает двойной контроль, документарную проверку и выездную оценку фактического соответствия проводимую комиссией. Предусмотрен механизм приостановления и аннулирования аккредитации при выявлении нарушений, что обеспечивает постоянный контроль за качеством. Это новый вид вообще отношений между
госорганам и лицами, которые будут предоставлять социальные услуги. Ну, это очень-очень большая работа. От качества предоставления социальных услуг зависит качество жизни гражданина. Поэтому аккредитовывать надо с учетом особенностей, требований законодательства, все так, как это предусмотрено. Кабинет министров Абхазии одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области карантина растений. Согласно проекту, стороны примут меры по предотвращению распространения карантинных организмов при импорте электроэнергетики и установил объемы лесопользования и восстановления лесов на 2026 год. Гугут Савардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.